Извините, вам нужна помощь? Мне не нужна. Тогда я попрошу помочь мне, если можно. Что случилось? Я ел лапшу, но оказалось, что я забыл бумажник дома. Не могли бы вы одолжить мне немного? Я клянусь, не вру. Как только я вернусь в отель, я вам их принесу, куда скажете. Хорошо. Помогу, чем смогу. Откуда вы? Я из другой провинции, я путешествую. Возьмите еще. Как вы доберетесь до гостиницы без денег? Вызовите такси, этого должно хватить. А как же вы? У меня тут целая тележка манго, обо мне не беспокойтесь. Есть что продать. Да, но вы отдали мне все ваши деньги, и еще непонятно, где я смогу вас отыскать. Не беспокойтесь. Мне тоже люди помогают. Можете меня не искать вообще. Почему вы так добры? Я же говорю, Господь отобрал у меня ноги и напослал много добрых людей. Знаете, возьмите деньги обратно. Они ведь вам нужнее. Нет, я пошутил. Пошутили? Да, я заметил вас на дороге, как вы идете в такой дождь, и решил подойти. Нет, все хорошо. Я вышел утром, когда дождя еще не было. Мне нужно просто пройти на рынок, чтобы продать манго. У тебя так много манго. Я сам вырастил эти манго у себя на участке. Вы сами? Да, вот попробуйте. Ох, извините. Нет, ничего, все в порядке. Действительно вкусно, очень сладкая манго. Сколько стоит килограмм? 3,5 юаней. Это рыночная цена. Ты продаешь целую тележку за день? Нет, к сожалению, конкуренция высокая, я редко когда продаю весь товар. Ты не мог бы взвесить, сколько килограмм у тебя тут в тележке? Вы делаете это из жалости ко мне, верно? Я попрошу так ко мне не относиться. Знаете, мне правда понравилось манго, ну честно. Да и дождь такой на улице, позволь тебе помочь побыстрее все продать. Вы действительно купите всю тележку? Да. Пока вы все тут разложите, взвесьте, а я сбегаю к машине за деньгами, ладно? Хорошо. Держите зонт. Нет, мне он не нужен, я привык. Да бросьте, возьмите. Вы лучше скажите, сколько здесь, сколько я должен? Всего 209 юаней, господин, но вы можете дать мне 200. Это все всего лишь за 200? Так точно. Но они же стоят дороже. Адамдарды бөлбө. Бай, кедей, колунда бар, колунда жок, акылсыз, акылдуу, мындай. Эгерде сен ушул адамдарды мындай бир даражага бөлсөң, анда сенин эң биринчи төмөн түшкөнүң белгиси ошол эки. А ким адамдарды бөлөт десе, бул текеберлер бөлөт экен. Чудастарбы? Даражаңыз көтөрүлгүң келсе, Алланын алдында, бу адамдардын эмес, Алланын алдында. Биринчи эч качан адамдар бөлбөгүн. Экинчиси, жалгыз калганда да Алладан корккун. Адамдардын арасында болсоң да Алладан корккун. Үчүнчүсү, экинчиси коркуу деген нерсе ушундай нерсе. Качан жалгыз калганыңда сени шайтан келип уасваса кылып азгырганда, наушение кылганда сага, сен ошол мезгилде өзүң мынеке аузу биллахи минеш шайтанир раджим, сен акыйкатта шайтансың, сен мени азгыра албайсың дей турган болсоң, мына ошондо субханалла даражаң Алланын алдында дагы көтөрүлөт. Үчүнчүсү бул жөнөкөйлүк. Мына ушу 3 нерсе сиз менен бизге субханалла даражаны көтөрөт. Алла Таала хадиси куддусиде айтып аткан: "Эй Мухаммад, сен айткын, пенделериңе, сен үммөтүңө айтып койгун. Эгерде адамдардын арасынан бөлүшө турган болсо, кийинкиси текеберлене турган болсо, үчүнчүсү өзүн жогото турган болсо, мен да түшүнүп берем, өзүн жогото турган болсо, мен аны менен сүйлөшпөйм" дейт. Кыямат күнү барган, Алланын алдына барган адам барганда, Алла текеберлер менен сүйлөшпөйт.